3 сентября по всей стране прошли траурные мероприятия, в том числе в местах трагедии. Россияне вспоминали не только жертв Беслана, но и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке, погибших при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и всех террористических актах, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Терроризм – это наша общая проблема, и угроза может возникать не только в крупных городах страны. Отдельные проявления терроризма и экстремизма можно встретить даже в небольших населенных пунктах. Так, в Сибае в июне нынешнего года были задержаны 3 членов запрещенной в России террористической организации Хизбут-Тахрир аль-Ислами, в том числе и ее лидер. Оперативники изъяли запрещенную литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, а также технические устройства и электронные носители информации, которые использовались для вербовки и обучения новых сторонников. Для профилактики подобных явлений в городе, так же как и по всей стране, создана антитеррористическая комиссия и группа оперативного реагирования, куда входят представители всех правоохранительных структур, органов местного самоуправления, учреждений образования. Сейчас у нас составлен план мероприятий, очень обширный, кстати, в этом году план мероприятий по нашим учебным заведениям и дошкольным заведениям, для того, чтобы уже детей с малых лет садика и уже в школе, чтобы они знакомились с азами опасности, то есть что можно делать, что нельзя, какие действия необходимо предпринимать в тех или иных случаях. Поэтому, например, в дошкольных образовательных учреждениях, в детских садах это проводится в виде игр с детьми. Ну а в школах уже, то есть в высших учебных и средних специальных учебных заведениях, конечно же, уже там намного посерьезнее, там уже есть свои люди отработанные, которые есть зона ответственности, и каждый человек должен в критической ситуации, самое главное, не растеряться и выполнить тот объем работы, который необходимо будет сделать при возникновении критической ситуации. Самое главное, чтобы, конечно, люди не впадали в панику, самое главное, чтобы они могли выполнять свои должностные и функциональные обязанности, и самое главное еще, чтобы этот контингент не допустил паники на той территории, на которой он ответственен. В преддверии нового учебного года особое внимание уделялось учреждениям образования. Дети – самая уязвимая часть населения и самая беззащитная, а потому вопросы их безопасности всегда в приоритете. Полностью у нас были обследованы все школы по многим, и по территории школы, по прилегающей территории, и сами школы, соответствующими структурами, кинологами, тем более до момента, то есть уже за определенный промежуток времени до проведения данных мероприятий были установлены видеокамеры, которые постоянно просматривались для того, чтобы видеть там в дневное, в ночное время, какое движение находится на той или иной территории, например, в школе. Потому что если по трагедии Беслана говорить или, например, там вспоминать Норд-Ост, то, в принципе, конечно, те люди, которые пытаются, там, допустим, заниматься террористическими акциями или экстремизмом, они очень изобретательно там, в виде различных структур, служб, они проникают в различные наши школы, там, в виде, например, работников там, или каких-то экстренных служб. То есть в этом случае у нас персонал, честно говоря, предупрежден. Даже если сотрудник приходит в какое-то, допустим, подозрительное время и показывает, например, там, служебное удостоверение, что, мол, меня пропустите туда-то, туда-то, то фактически сейчас по многим школам этот номер уже не проходит. Лучшая профилактика экстремистских настроений – это толерантность и взаимоуважение, которые позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. О проявлениях терроризма и экстремизма на территории нашего города горожане могут сообщать по телефонам отделения ФСБ России по городу Сибай 5 75 75, отдела МВД России по городу Сибай 5 45 02, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Лена Кириллова, Радмир Исенгулов, Гульнина Раскельдина для службы новостей.